У нас сегодня эпоха Возрождения. Я до сих пор удивлен, почему на протяжении многих лет Союз писателей нашей республики не обращает на это внимания. Это ее дети. У нее их свыше 30 тысяч. Но настоящий журналист – это тот, который опубликует свой материал самый последний, но это будет материал, от которого читатель скажет: вау. Но все же нужно доверять и газетам. Да, там не всегда правду пишут. Хотелось бы, чтобы Аланская гимназия носила имя Ивана Джанаева. Рисавардищаджи литературон музею. Асламбек Касаев. Простой выходец из высокогорного села Цей, где я и вырос, где я провел свои самые лучшие годы жизни, где я сейчас продолжаю жить. Цей – это рай на земле не потому, что там красиво, а потому, что там для меня жили самые лучшие люди на земле, те, на руках которых я имел честь расти и имел честь учиться у них мудрости и опыту жизни. На сегодняшний день я являюсь заведующим филиала Музея осетинской литературы, в здании которого в данный момент имеем честь находиться. До начала года текущего я работал ответственным секретарем журнала «Махтук». Отработал там год. До этого я работал 5 лет почти практически старшим корреспондентом народной газеты «Рашцинат». И скажу вам, что уже в взрослой жизни, когда я уже начал официально работать, не считая школьные годы, которые я учительствовал в школе, рашцинатовские дни – это были те дни коллег, с которыми я работал, не забуду никогда. Это наимудрейший коллектив, это храм осетинского языка, литературного языка. Это место, где уже 98 лет куют осетинское художественное слово. Прежде чем прийти в журналистику или филологию, я учился в школе здесь, в городе Владикавказ, средняя общеобразовательная школа имени Ивана Джанаева, где сегодня сделали Аланскую гимназию. И, пользуясь моментом, хотелось бы, чтобы Аланская гимназия носила имя Ивана Джанаева, потому что с приходом Аланской гимназии первая школа отошла в сторону, соответственно, с тем героем осетинской литературы, имя которого школа носила. Но это другая опера. Будучи в 7 классе, у меня была мечта выучиться на журналиста. Не потому, что я горел этим желанием, а потому, что женщина, которая меня растила, это родная сестра моего родного деда, Таурзет Басиева. Она была почтальоном всю свою жизнь в Цее. И она мечтала когда-нибудь получить газеты и увидеть там под каким-нибудь материалом мои имя и фамилию. Но жизнь сложилась так, что в 2000 году ее не стало. Она покинула мир живых, но мечту ее я знал, и я не имел права не выполнить ее мечту. И в 7 классе, значит, это одна мечта. Вторая мечта – это мой учитель
осетинского языка Гусова Елена Харитоновна. Она почему-то поставила перед собой цель сделать из меня учителя осетинского языка и литературы. Ну, в принципе, все мои учителя, начиная от директора Гаджиновой Татьяны Заурбековны и до классного руководителя Азиевой Залины Батырбековны, все герои нашего времени, потому что сделать людей из моего поколения, а мы поколение 90-х, это героический поступок, и, к счастью, им это удалось. Хвала им и честь, низкий поклон. Но Елена Харитоновна решила сделать из меня учителя. Нет, сказать я ей не мог. Но в глубине души же я знаю, что надо еще выполнить мечту человека, которая меня вырастила, растила. И в один прекрасный день я сидел в кабинете осетинского языка, на уроке, вернее, осетинского языка, я ей говорю: Елена Харитоновна, вы хорш коттагу, фала. Я перед собой поставил задачу выучиться на журналиста, исполнить мечту. И вам я нет не могу сказать. И посему я думаю, так уйду и не туда, куда угодно, но чтобы и тех, и ее не обидеть. На что она говорит: а в чем проблема? Вот если ты выучишься на журналиста, из тебя учитель не получится никогда. Если же ты выучишься на учителя, то ты автоматически становишься и журналистом. Ну, она мне это все так объяснила, что я в это поверил. Ну, и не поверить было нельзя. Так я и выучился на филолога, учителя словесностей русского языка и литературы, осетинского языка и литературы. Моим великим деканом, гением чистой красоты, патриархом осетинской литературы, деканом был Шамиль Федорович Чикаев. Благодаря ему и гениальному коллективу факультета осетинской филологии я сегодня имею честь быть филологом, быть хорошим, плохим, это судить народу, но человеком, и гордиться тем, что я родился вообще на земле осетинской. Будучи на 3-м или 4-м курсе, я не помню, мне посчастливилось поработать учителем осетинского языка и литературы в школе «Диалог», которая находилась при пединституте на Карла Маркса под руководством Икаевой Беллы Георгиевны. Она была директором, но у начинающего учителя, тем более третьекурсника, если у него нет наставника, человека, который его будет учить азам преподавательства, то он будет просто насмешищем для своих учеников. Слава Богу, у меня такой наставник появился в школе «Диалог». Это Лидия Даурбековна Саламова. Она взяла меня под свою опеку. Можно сказать, она проложила для меня бархатный ковер для того, чтобы я правильно подходил к своим ученикам и правильно их учил. Сегодня образование не только в Осетии, но и во всей России, во всем мире. Образование, которое учителя должны давать детям, отошло даже не на 2-й план, где-то там на 15-й план. В первую очередь сегодня нужно писать какие-то бумажки, отчеты, то, что по большому счету ученикам не нужно. И я свое время тратил на то, чтобы писать вот эти планы. Да, я понимаю, план нужен, но есть методотделы, которые этим должны заниматься. По мне, учитель должен заниматься тем, чтобы учить детей, быть в первую очередь людьми, потом предметом. Но сегодня уже не так. Учитель сегодня на 2-м плане, ученик на 1-м плане. И мы все видим, к чему это приводит.
Вот чисто из-за того, что я не мог себя полностью отдать своим ученикам, и я знал, что мои ученики ничего не будут знать из-за того, что я не готов бываю к их уроку, потому что пишу до 3 часов какие-то ненужные бумажки, отчеты, которые, я уверен, никто не читал. И я собрал свои вещи и ушел в газету, где я с удовольствием работал в газете, но где-то 2 года моя душа была в школе со своими учениками. Вообще быть журналистом дано не каждому. Сегодня, к большому сожалению, каждый, у которого есть телефон, айфон, плафон, все это, они себя считают блогерами, журналистами. Но не помню, кто из классиков это сказал, но он хорошо их назвал. Это много лет назад было, даже, может, веков. Ерундоносные собратья. Сегодняшние журналисты, вернее 90% всех тех, кто себя считает журналистом, это ерундоносы. Те, которые свои материалы не подкрепляют фактами. Вот бросишь косточку, и сколько собак будет во дворе, столько собак на эту косточку и побежит. То же самое здесь. Бросишь, слышат звон, но не знают, откуда он. Но настоящий журналист – это тот, который опубликует свой материал самый последний, но это будет материал, от которого читатель скажет: «Вау, уйден хе, мне ай кашани». И я под чутким руководством главного редактора Битаровой Марины Михайловны и заместителя Колевой Ирины Николаевны, завотделов, тех, кому я подчинялся напрямую, учился тому, что они мне рассказывали. И знаете, я пришел к выводу, что все нужно подкреплять фактами, а то какой-то журналист таламадар коз там как была. Если сегодня взять наши соседние регионы, все регионы Северного Кавказа, то их журналы, их газеты находятся в плачевном состоянии. А благодаря таким, как Хшар Козаты, который был главным редактором журнала «Махтук», благодаря Булату Фидарову, благодаря другим редакторам национальных изданий, журналы и газеты дошли до нас в прекрасном, в выходе ежедневном. Журналы ежемесячном, а газеты в ежедневном тираже. К большому сожалению, газеты и журналы теряют свою актуальность, но, как говорили великие классики, запах бумаги ни один компьютер, ни один интернет ничто не заменит. Если человек не держит в руках книгу или газету, не чувствует этот запах краски и бумаги, то это не то. И я уверен, несмотря на то, что сегодня тиражи маленькие у газет и у журналов, хотя с приходом на должность редактора Хитагуровой тираж журнала от 1000 экземпляров увеличилось, я могу соврать, но максимум до 8000. Максимум, минимум. А там, по-моему, больше, я могу ошибаться. Ну, в разы увеличилось. То же самое газета «Рассенат». Плохо, это все влияние интернета. Все влияние интернета. Если человек не думает головой, и ему слаще то, что публикуется в интернете, и он этим наслаждается, то флаг ему в руки. Но все же нужно доверять газетам. Да, там не всегда правду пишут. Правда умерла еще до Советского Союза. Но все равно газеты и журналы рано или поздно они обратно будут востребованы, и народ начнет выписывать. Потому что в чем проявляется интеллигентность? В том, что на рабочем столе есть газета, есть книга. Мы же сегодня не спрашиваем, какую книгу ты читаешь в телефоне. Мы спрашиваем, какая твоя настольная книга. Мы же не говорим настольный телефон. Газету какую читаешь, что ты там почитал,
Что ты интересного расскажешь? В интернете, не знаю. Но рано или поздно все возвращается на круги своя. Есть надежда. Молодежь у нас сегодня, слава Богу, прекрасная. Как бы многим не нравилось, и как бы они с высоких трибун не кричали, что наша молодежь плохая, какими бы они их синонимами ни называли, я это называю зависть. У нас сегодня эпоха Возрождения. Эпоха Возрождения. И я уверен, да, у нас есть плохие тоже. А когда они не были? Когда их не было? Нет такого века, такой эпохи, когда не было хороших и плохих. Везде они всегда были, но сейчас тот период, когда хороших больше. Просто у молодежи должен быть свой вожак. А сегодня каждый себя считает вожаком. Но извините, вожаками не рождаются, ими становятся. Так же, как и классиками. Коста родился простым, голеньким ребенком, но он стал лицом и голосом своего народа. То же самое здесь. Пройдет самое большее лет 20, и если мы еще с вами встретимся, если я еще живой буду, то я вам скажу, что я не врал. Сегодня наша молодежь идет к возрождению. Обратили внимание и на науку, и на быт, и друг на друга. Если еще лет 20 назад друг на друга смотрели как кошка на собаку, то сегодня уже у молодежи другие взгляды. Да, им некоторые людишки делают подкидывают какие-то камни под ноги, но они эти камушки собирают и завтра построят сильнейшую крепость. Но в первую очередь я пришел сюда для того, чтобы постараться продолжить и внести какие-то новшества уже на современном этапе жизни. Сегодня в Осетии очень много, я могу даже сутками перечислять молодых людей, которые имеют отношение к литературе, то есть пишут как на словесности русского, так и на словесности осетинского языков. И им нужна площадка. Им нужна площадка, где они себя покажут, где они раскроются. И как говорил один, кажется, античный философ, молодой человек – это не сосуд, который нужно заполнить, а факел, который нужно зажечь. Так вот, для литераторов данный музей осетинской литературы является тем местом, где они должны рождаться и открываться. То есть, как бутон расцветает, здесь они должны расцветать, а не в библиотеках, не в каких-то других заведениях, где они устраивают вечера поэзии, открытые микрофоны. Да, это хорошо, но это не их место. Вот их место. А в связи с тем, что музей, я не скажу, что в страшном состоянии, но и не в хорошем состоянии. Сегодня вы видите, что с этим музеем, но, слава Богу, наше правительство обратило на это внимание, и на будущий год планируется капитальный ремонт музея. Когда я сюда пришел, то, естественно, у меня свое видение, свои какие-то разработки, но если я скажу, что я один работаю, то я буду в первую очередь себе врать. Благодаря коллективу, который здесь есть, мне сегодня работать легко. Здесь, значит, фондохранитель Бдайцеева Земфира Сафроновна – это человек минимум заслуживающий медаль во славу Осетии. И опять-таки, пользуясь моментом, я обращаюсь к людям, от которого это зависит. Обратите внимание на Бдайцееву Земфиру Сафроновну и вручите ей медаль во славу Осетии. Я вам скажу почему. Фонды, которые здесь хранятся,
сохранены благодаря ей. Это человек, который в сутках 24 часа, она 27 часов думает о своем музее, о своих фондах. Она бегает со своим веником, чтобы там пыли не было, мыши не пробежали. А фонды хранятся в ужасном состоянии, в ужасающих помещениях. И они дошли до сегодняшних дней. И человек, благодаря которому все это до нас дошло, она остается на втором плане уже на протяжении многих десятков лет. Хотя фондохранитель – это выше, чем заведующий, и выше, чем директор, потому что от нее все зависит. Это как пресс-служба руководителя организации. Пресс-служба должна следить за всем. То же самое и ЗИФа, следить за всем. Это ее дети. У нее их свыше 30 тысяч. По возможности устраиваем прекрасные, хоть и маленькие, но мероприятия. Мы в этом году сделали мероприятие, приуроченное к 80-летию Шамиля Джикаева. Позже мероприятие, приуроченное к 95-летию Нафи Сойта и его младшего брата, к 70-летию его младшего брата Таймураза Хаджета. Также вот за период пандемии у нас были мероприятия онлайн, приуроченные к 85-летию ныне покойной Зои Дауровой, которой не стало в этом же году, она не дожила до своего юбилея. Позднее, вот после пандемии, мы отпраздновали 80-летие. Это я говорю о масштабных мероприятиях бывшего заведующего филиалом Мишурхан Томаевой. Вот буквально у нас на прошлой неделе, скорее всего, потом пока, буквально недавно у нас было мероприятие, приуроченное к 150-летию Соско Амбалова, это ближайший друг Костахи Тагурова. Были выездные мероприятия в Ардоне. То есть, помимо этого, бывают научные работы, это публикации в газетах, в научных журналах. То есть мы работаем на людей. Но у нас в планах работать на молодежь. Сегодня в Осетии, если взять осетиноязычную молодежь, вернее, пишущие на осетинском языке, их, к счастью, довольно-таки много. Я их могу перечислить даже. Это во главе всех осетиноязычных, пишущих на осетинском языке из молодежи идет Залина Басиева, лауреат Государственной литературной премии имени Камбердиева, лауреат Национальной премии Нафи Джусоева Юго-Осетинской, член Союза писателей России, Валера Гасанов, Заур Гапулаев, Сослан Геккиев, Мадина Бутаева, их можно, Алана Бистаева, Минзаева Алина, Хоцаонова Алина. То есть я могу их перечислять до утра, и всем им, как я уже сказал, нужно помещение, где они себя будут чувствовать не в гостях, а как дома, где они должны дышать литературой, потому что почему раньше литераторов было много, вернее литературы было много, потому что литераторы за свою работу получали деньги, а сейчас всем литераторам нужно думать о том, как прокормить семью и себя. И у них не бывает времени сидеть и писать, и творить. И поэтому сегодня осетинская литература современная, начала 21 и конца 20 века вот такая бедная. Она вот огромная яма в осетинской литературе. И как бы больно не было другим это слышать, и как бы они это не хотели признать, это действительно так. Это действительно так. И сегодня надо вот эту яму огромную заполнить новыми произведениями, сделать новый шаг, открыть новую страницу осетинской современной литературы. И пройдет время, и народ их оценит. Они есть. Так и на русском языке тоже пишут. Чермен Дудаев, Заур Абаев, Дераса Асламурзаева, она на 2 языках пишет. То есть их много. Их нужно просто к себе привлечь и создать условия,
где они будут творить. Библиотеки, они предназначены для того, чтобы там сидеть и читать. А музей литературы предназначен для того, чтобы рождать там литературу. Вот здание для них. Почему здесь в музее литературы должны, грубо говоря, химики изобретать какие-то химические составы, как правильно сказать, физики, заниматься физикой. Литераторы должны работать в храме литературы. Я до сих пор удивлен, почему на протяжении многих лет Союз писателей нашей республики не обращает на это внимания и не видели, что объект культуры, благодаря которому их творчество сохраняется и будет храниться на протяжении многих лет. Ведь сегодня, если бы этого музея не было, если бы его в 1939 году Калоева Надежда не основала как отдел в СОИКСИ, тогда было, как он назывался, Северо-Осетинский государственный институт исследований, как-то так назывался, и там основали, и потом в Осетинском храме, когда уже храм там не существовал, снесли купол, внутри основали музей, потом оттуда к 80-летию Коста был указ Сталина, чтобы в Осетии родился музей имени Коста, но здесь другое помещение было, здесь был краеведческий музей Терской области. И, наконец-то, в 70-х годах дали, в конце 60-х дали 3-й этаж под осетинскую литературу. Потом, позже, в 71 году, кажется, я могу ошибаться, полное здание. И те, которые здесь работали, они собирали такие публики, и не только северо-осетинские, но и соседние регионы. А вы знаете, у нас у соседей нет музея литературы, у нас. И поэтому его нужно сохранить, этот музей, как именно музей литературы, чтобы мы гордились тем, что нам оставили наши старшие классики, литераторы. Но, увы, сегодня пока мы этим не гордимся. Многие даже не знают, что этот музей существует. Даже не слышали о том, что существует. И поэтому нужно приложить все усилия и властям, и непосредственно тем, к кому это относится, и музей сделать таким красивым, чтобы сказали: да, а я хочу поехать в Осетию и увидеть, что же литературу музею. Конечно, хочется, чтобы пристроили еще один музей рядом, потому что тот фонд, который хранится в осетинской литературе, я вас уверяю, если таких зданий еще 3 построят, все равно не поместится. Это огромный, наибогатейший филиал со своим собственным фондом единиц хранения. Магурлак Дамкалва и Фентей, как говорят, мы предполагаем, а Боженька располагает. Наша главная цель – это, так как нам обещали в следующем году отреставрировать, отремонтировать не наш музей осетинской литературы, то перед нами, перед коллективом, самая первая задача – это подготовить новую экспозицию. Потому что старая, она была пропитана другим духом. Сегодня уже нужно шагать в ногу со временем. И цели такие, чтобы музей был своего рода и интерактивным тоже. Чтобы в интернете нас знали, чтобы проходили мероприятия. Я же говорю, мечта. Это моя мечта, чтобы во дворе Музея осетинской литературы появилось новое здание, которое будет называться выставочный зал. Этот выставочный зал мне нужен не для того, чтобы там выставлять свои какие-то чертежи и рукописи, а для того, чтобы я мог приглашать из соседних республик писателей и делать им нормальные выставки, привлекать их внимание. Дальше
У меня, конечно же, мечта, чтобы музей ежедневно, кроме выходных дней, был переполнен посетителями, желательно школьниками, студентами. Также мечта делать выездные мероприятия, экспозиции, потому что не из каждого села, не из каждого района могут прийти сюда. И, конечно же, сделать... Я приложу все усилия, если даже они не захотят, мне все равно, чтобы музей осетинской литературы был тем объектом культуры, где за культуру и за язык держатся не на словах и на бумажках, а на деле. У меня мечта в музее осетинской литературы возобновить бесплатные курсы по изучению осетинского языка, по изучению осетинской литературы, по изучению традиционной культуры, чтобы сюда приходили не по просьбе, а чтобы сюда хотели ходить, чтобы им было не с нами хорошо, а без нас, чтобы было плохо. Но я уверен, главное желание, я со своим прекрасным коллективом и со своим руководством, конечно, не всех из своих руководителей я могу похвалить и перехвалить, больше всего я терпеть не могу кого-то хвалить. Есть люди, которые, я всегда так говорю, работать в храме культуры – это легко, но быть культурным в храме культуры, извините, трудно. И вот посему из своих непосредственных начальников я могу только единиц назвать воистину людьми из культуры. Другие просто там работают. Что я могу пожелать зрителю? Зритель – это мой народ, я часть своего народа. Великие умы говорили так. Каразиул хасуд, асагдандагайна фала оттагай, ама уаржон зинадей, уаржут, ама варжон, вот.